Сайкал медициналык клиникасы сизге өзүнүн дарылоо кызматтарын тартуулайт. Бизде терапевт, кардиолог, хирург, уролог, гинеколог, педиатр, лор врачтар жана үй шартында УЗИ ЭКГ текшерүүлөрү, анализдер чыгарылат, капельница коюу, балдарды сүнөткө отургузуу жана башка медициналык кызматтар көрсөтүлөт. Москва шаары жана Москва облусунда 24 саат бою иштейбиз. Биздин байланыш номерлер 8926 466 7368, 8926 475 2077. На фоне расширения НАТО ожидается ли в ближайшей перспективе расширение укрепления блока ОДКБ, и могут ли члены данной организации быть уверены в том, что членство в данной организации гарантирует безопасность как внутри, так и внешних угроз? Это первый вопрос. Второй вопрос. Что ожидает Евразийский экономический союз на следующем этапе своего развития, по мнению России, и когда ориентировочно ожидается полная интеграция товарооборота трудовых ресурсов, и иногда с этими проблемами сталкивается непосредственно профессор? Спасибо. Хорошо подготовили, я смотрю. Что касается ОДКБ, эта организация уже доказала свою востребованность. Мы помним, как в январе этого года по просьбе руководства Казахстана была направлена миротворческая миссия, которая взяла под охрану, под защиту правительственные здания, другие объекты критической инфраструктуры, тем самым высвободив возможности казахстанских сил безопасности для того, чтобы навести порядок. Вы упомянули в своем вопросе, насколько ОДКБ может быть полезно не только во внешних делах, но и во внутренних делах. В Казахстане была внутренняя ситуация, но создали ее с активным использованием внешних сил. И это не уникальный случай для Центральной Азии. Мы имеем огромное количество сведений, они протекают в прессу, о них говорят специалисты очень часто на всяких ток-шоу, о том, что западные спецслужбы, и американские, и британские, и европейские, спецслужбы ряда других стран активно хотят внедряться в Центральную Азию, активно хотят создавать там некие свои структуры влияния, ну и тем самым оказывать воздействие на политические процессы, которые там развиваются. И в подавляющем большинстве случаев это воздействие мыслится не как безобидное, мягко говоря. И в Казахстане был очень серьезный внешний фактор, который сыграл решающую роль в раскачивании ситуации, в создании той обстановки, когда пришлось ОДКБ оперативно и эффективно внести свой вклад в успокоение этой ситуации. Устав ОДКБ, он известен, когда любая страна ощущает себя неуютно с точки зрения безопасности, она вправе запросить консультации, и по итогам этих консультаций страны единодушно принимают то или иное решение. Это все остается в силе, и мы этим будем руководствоваться, как я надеюсь, все другие члены организации по коллективной безопасности. Насчет Евразийского экономического союза процесс идет, и да, на каком-то этапе, я надеюсь, внешне отдаленном, будет выравнивание рынков труда, но пока это преждевременно, и на данном этапе сейчас самое главное пресекать незаконную трудовую миграцию. Когда недобросовестные предприниматели здесь, недобросовестные вербовщики, извиняюсь за это слово, вербовщики рабочей силы в стране, откуда эта рабочая сила хочет в Россию, договариваются, нелегально привозят людей, отбирают паспорта, и они в абсолютно бесправном положении становятся просто заложниками таких вот недобросовестных предпринимателей. Мы сейчас и в Кыргызстане, и в Узбекистане, в Таджикистане налаживаем по линии нашего Министерства внутренних дел, по линии миграционных служб
специальную программу подготовки трудовых ресурсов и организованного набора трудовых ресурсов. Каждый, кто в этих программах участвует, абсолютно защищен, у него нет риска потерять и деньги, которые в ином случае платят там, в каких-то серых конвертах, то и не платит месяцами, и нет риска остаться без пенсионных гарантий, когда он закончит или она закончит свою работу. Поэтому это очень, на данном этапе сейчас важно навести полный порядок, прозрачность и легитимность в этих вопросах. Мы ими давно занимаемся.